Бапа. Строгие моралисты-пуритане могут заткнуть свои уши. Дальше будут пикантные эпизоды. Идите мимо. Так уж случилось, что мой дядюшка Габбас, которого все знали как Габбас, совсем не был святым человеком. Про этого угрюмого и очень редко улыбавшегося мужчину люди по-доброму до сих пор вспоминают много разного. В этом рассказе повествуется реальная жизнь, всегда интересная, если жить искренне от души. Мы, дети его братьев и сестер, с огромным почтением почему-то называли нашего дядю Габбаса Бапа. Не знаю причину этого прилипшего к нему прозвища, было так заведено до нашими старшими двоюродными братьями и сестрами, а мы уже повторяли за ними. Другие, постоянно слыша это от нас, его так и называли. Может, Бапа происходит от слова «баба» – предок? По причине того, что его отец был уважаемым железнодорожником-стахановцем, Бапа какое-то время в своем детстве жил в одном из железнодорожных разъездов, где они были единственной казахской семьей. Как-то маленький Бапа игрался с соседскими детьми. Тут один мальчик, сидя на земле, громко заплакал, широко раскрыв свой ротик. Бапа, чтобы успокоить его, быстро вскочил и положил тому прямо в ротик свою писюльку. Мальчик от неожиданности немножко пососал и сразу успокоился. После маленький Бапа уже всегда так успокаивал других соседских детей. Дети, считая происходящее обычным делом, просто привыкли к такому. Уже через длительное время об этом узнали взрослые, и, конечно, был скандал. При моей беседе с пожилой тетей Машей, она, вспоминая свое детство, добродушно смеясь, говорила мне: «Твой дядя-шкодник всех так успокаивал». В подростковом возрасте Бапа подошел к сторожке стрелочника-семафориста, которому в зависимости от времени суток строго вменялось встречать проходящие мимо поезда фонарем или флажком. Семафорист, будучи очень строгим, пожилым, грузным мужчиной, увидев Бапу, почуяв неладное, запретил ему приближаться к железнодорожной сторожке. Бапа в отместку за это подождал приближения поезда, схватил фонарь с флажком и забросил их прямо на крышу сторожки. Возмущенный семафорист, разозлившись, громко матерясь, полез на крышу доставать те важные инструменты. Из-за своей комплекции он долго провозился, пока залез таки на крышу и не успел спуститься, поэтому ему пришлось семафорить проходящему мимо поезду прямо оттуда. Машинисты поезда были сильно удивлены этому, и они по рации доложили начальству, предположив, что, по-видимому, старик сошел с ума. Подростка Бапу послали пасти коней аула в ночное. Конечно, он собрал компанию своих друзей, таких же, как он сам. Ночью решили поесть, поэтому подкрались к соседнему селению, украли там несколько жирных гусей. Разожгли костер, но сухие дрова быстро закончились, и один из балбесов предложил сжечь деревянный крест из кладбища неподалеку. Типа их там много, и никто не заметит пропажи. Сказано, сделано, но одного креста не хватило, поэтому за ним сгорел второй, третий, четвертый и так далее. Папа, как ни в чем не бывало, вернулся домой утром и лег спать. Негодующие люди, собравшись, пришли к их дому и стали требовать вывести к ним Бапу, а он, выпрыгнув в окно, убежал на 1 месяц в город. Бапа в шальной юности очень любил верховую езду и мог сутками скакать на резвых конях. Особо он любил известного скакуна по имени Огонек. Чтобы не подпустить никого к своему любимцу, дядя тогда побил многих. Бапа всегда был дерзким, но также с молодых лет с большим удовольствием пел казахские и русские песни, трогательно исполнял на домбре казахские кюи и задушевно играл на гармошке, что все заслушивались его красивым голосом. Юный Бапа, придя в Кокшетавскую церковь, заявил, что решил принять православие и желает учиться в духовной семинарии. Добрые верующие церкви, обрадованные новому семинаристу, накормили и напоили его, дали денег, которые он сам просил для подготовки к поступлению. Пьяный и довольный Бапа, пообещав прийти умытым в чистой одежде на завтра, и, конечно, не пришел. Через неделю он снова пришел в храм со словами, что тогда его не отпустил отец. Опять наелся, напился и взял денег. Так он повторял несколько раз. В итоге, уже изрядно обнаглевшему юнцу, в конце концов, терпеливый пожилой батюшка твердо сказал, чтобы Бапа не морочил им голову. Молодой военнослужащий Бапа влюбился в 16-летнюю красавицу Тлеулес, отец которой очень уважал нашу семью, но очень не хотел именно такого зятя. Будучи резким по характеру и честолюбивым мужчиной, дед Альтай тогда категорически запретил Бапе приближаться к его дочери. В ответ разозленный Бапа открыто пообещал,
что будет иметь его дочь прямо на его голове. Сказано, сделано. Каждую ночь он стал общаться с тогда юной тетей Тлеулес прямо на чердаке, аккуратно над потолком отцовской комнаты. Так в этой большой любви и родилась моя любимая двоюродная сестра Харлыгаш. Папа остался в армии на сверхсрочную службу, где долгие годы служил в вещевом складе, дислоцированной в Кокшетау в воинской части железнодорожных войск. Конечно же, он частенько приглашал к себе домой в гости своего командира части. За хорошо накрытым столом обильно выпивали, и пьяный командир всегда засыпал под столом. Находчивый Бапа всегда наливал теплую мочу маленького сынишки Резы на штаны спящего начальника. Каждый раз солидный командир просыпался и стыдливо оправдывался, искренне прося, чтобы Бапа никому об этом не рассказывал. Поэтому командир ему все прощал. Бапа бессовестно распродавал имущество воинского склада, как будто оно досталось ему по наследству. После войны прошло всего 1,5 десятка лет, и одежда была в дефиците. Но в радиусе 50 километров вокруг Кокшетау усилиями Бапы население одевалось исключительно в военную форму. А Бапа в те времена был весьма уважаемым в округе человеком. После демобилизации из армии Бапа устроился на работу в режимный военный завод всесоюзного значения, начальником гражданской обороны. Ему предоставили специализированный личный кабинет, который запирался изнутри. Для усиления гражданской обороны дядя на выделенную сумму закупил в свой кабинет большой кожаный диван, комплекты простыней, подушку, полотенце, емкость для нагревания воды, тазик, ковш, чайный сервиз и многое другое. Говорят, что этот диван был всегда занят, ведь очень энергичный Бапа неустанно инструктировал многочисленных сотрудниц очень большого завода. Физически очень крепкий, поджарый и красивый Бапа был очень аккуратным в одежде и быту. Нельзя не отметить, что дядя как-то магически воздействовал на женщин, и они слетались на него как на мед. Говорят, дядюшка сожительствовал с 18 женщинами. Коллеги заметили, что Бапа каждый раз, получая зарплату, не считая, закидывал их во внутренний нагрудной карман наглаженного костюма. На вопрос, почему не пересчитывает деньги, он всегда чеканно отвечал: тут нех, дефис и краткое считать. То есть в переводе нечего считать. У Бапы был друг, ровесник дядя Нурлан. Они всегда подшучивали друг над другом. Ныне тоже покойный дядя Нурлан был многодетным отцом, заслуженной безупречной репутацией среди жителей нашего города. В советское время кристально честный дядя Нурлан, чтобы прокормить своих 7 детей, был вынужден ежедневно работать с раннего утра до глубокой ночи. Так вот, однажды летним ясным днем Бапа с грустным видом явился в дом дяди Нурлана и, скорбно обняв его жену-красавицу, тетю Елеу, сказал ей: «Елеу, будь сильной, я позабочусь о тебе и твоих 7 детях. Я обо всем узнал первым. Так вот, твой завгар, коммунист Нурлан, сама ведь знаешь его. Когда он работает, даже забудет о тебе. Грузовая машина, резко сдававшая назад в гараже, насмерть приплющила его к стене. Тело сейчас в морге, а я вот пришел сообщить тебе». При этих словах тетя Елеу горько заплакала, не желая верить в трагическую гибель ее бескорыстного и заботливого мужа. В те времена еще не было сотовой связи, а городские телефоны были еще большой редкостью, поэтому все поверили красочным словам Бапы. Тут, как это заведено в наших краях, сразу же открыли ворота и начали собираться многочисленные сердобольные соседи. С дядей Нурланом тогда жила его старая больная мать, поэтому он, заранее опасаясь, что она может неожиданно скончаться, на всякий случай держал в сарае на откорме лошадь, чтобы зарезать при трагической необходимости. Эту лошадь соседи тут же зарезали и разделали. Люди начали собираться и выказывать свои искренние соболезнования, также оказывать материальную помощь. В свою очередь, весьма известный по всей округе Бапа выехал на грузовике в близлежащие населенные пункты, туда, где чтили дядю Нурлана. Оповещая, Бапа горячо просил всех оказать материальную помощь скорбящей многодетной семье и активно собирал средства. Далее данную картину дополнили слова уже самого дяди Нурлана. Он, как обычно, после 12 часов ночи вернулся домой с работы. Во всех окнах горел свет, ворота нараспашку, увидел копошащихся и занятых делами родственников. Приметил шкуру лошади. У дяди Нурлана в душе оборвалось. Умерла мать. С мокрыми от слез глазами дядя Нурлан вошел в дом и увидел свою живую, горюющую мать, также заплаканную жену. При этом все присутствующие как-то по-особенному внимательно разглядывали его самого. Тетя Елеу прыгнула ему в объятия с восторженным криком:
Нурланай, оказывается, ты жив. Постепенно прояснялось все. А у дяди Нурлана в голове крутилась только одна мысль. Ну-ка, погоди. А Бапа в те дни, собрав солидную сумму, пропал из вида на месяц. Он где-то обильно отмечал здравие его друга Нурлана. Крепкая дружба Бапы и дяди Нурлана также передалась и их сыновьям Талгату и ныне покойному сыну Бапы Резе, которые также были неразлучными друзьями. Бапа любил выпить, но делал он это как-то показательно аристократически. Он сам прекрасно готовил еду, предварительно красиво сервировал стол и наливал в граненый стакан исключительно офицерскую дозу. Затем садился ужинать, аккуратно выпивал, обильно закусывал, умывшись, ложился спать, а утром всегда бодрый уходил на работу. Вспомнился случай, как мы, будучи подростками, по очереди показывали на турнике свои таланты. Проходивший мимо еще крепкий Бапа, которому тогда было уже около 50 лет, он бодро высоко подпрыгнул, схватился за перекладину, затем легко сделал несколько подъемов-переворотов и продолжил делать другие силовые упражнения, чем очень удивил всех нас. Бапа был противоречивой натурой, но мы видели его глубочайшее почтение к исламской религии, священному Корану и религиозным ученым. После 50 лет он, дабы искупить свои грехи, устроился смотрителем городского мусульманского кладбища, где трудился с особым смирением. Поэтому каждый раз, когда он ежедневно ехал по дороге от кладбища в направлении города, мимо поста дорожной полиции, даже полицейские, проникшиеся уважением, всегда искренне отдавали ему честь. После непродолжительной болезни Бапа умер. Оповещение о его смерти близлежащим аулам поручили именно дяде Нурлану. Он грустно засмеялся со словами: «Кто же мне теперь поверит?» Дядя Нурлан очень тяжело пережил смерть своего друга и до последнего дня сильно тосковал по Бапе. Единственной настоящей любовью у Бапы была его прекрасная супруга, наша мама Зоя. Мама Зоя – дочь известного в Башкирии религиозного ученого. В настоящее время она живет глубоко религиозной жизнью и неустанно просит Всевышнего за ее покойного мужа. Интересен тот факт, что Бапа из всех братьев и сестер был внешне наиболее похожим на своего отца, с которым они родились и умерли от одной и той же болезни в один календарный день. Обоим было по 54 года. На похороны Аббаса Сейдхалиула в те летние дни 1990 года пришло около 1000 человек разных национальностей. Они тогда заполнили всю его улицу. На поминальных трапезах каждый, вспоминая, рассказывал занимательные случаи из интересной жизни Бапы. Все эти мероприятия превратились в веселые посиделки, где был слышен громкий смех. Про Бапу можно было поведать многое, но я привел только самые пристойные эпизоды, которые и знаю. Пусть Создатель будет милостив и милосерден к моему дядюшке. Этот биографический рассказ я написал в 2015 году. Мне еще многое, что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.